Международный сочинский фестиваль команд КВН «Кивин» – ежегодное мероприятие, на котором встречаются опытные команды и команды-новички. Команда КВН «Гаджет» представляла Башкирский государственный университет на фестивале в этом году. Парни начинали КВНовскую карьеру со школьных лиг, а в университете это стало для них любимым делом, которое приводит к вершинам. Команда из 4 человек отправилась в Сочи себя показать и на других посмотреть. У ребят была неделя, чтобы использовать шанс проявить себя. Результатом поездки стало получение рейтинга. Теперь «Гаджет» может смело заявлять себя в центральных, региональных и межрегиональных лигах. Следующей ступенью для команды КВН «Гаджет» является фестиваль межрегиональной лиги КВН, который состоится 21 февраля. Расскажите, как вы попали в КВН, вот с чего начиналось? Может быть, это было в школе, может быть, не обязательно «Гаджет», а не в институте, вот каждый из вас. В КВН я попал со школьного фестиваля «Страусенок». У нас была школьная команда, сборная 97-й школы. Далее мы собрали команду и заявились в премьер-лигу уфимскую. Я участвовал сразу в юниор-лиге Уфы в команде своего лицея «Капитал». Вот. И мы стали вице-чемпионами. Как вообще, почему вы поехали в Сочи, как решили, кто вам помогал? Очень быстро все произошло. На самом деле... Собрали деньги, собрали состав, собрали материал и... Да, то есть не я, наверное, самый последний человек, который узнал, что мы едем в Сочи все-таки. Как Первыми начали собираться мы с Димой. С Димой мы познакомились в лагере. И потихонечку начали собираться в Сочи. Лето? Да. Да, мы не знаем. Ну, на тот момент купальники, все такое нормально. На тот момент мы вообще не знали, Они что просто поедем, купаться не знали, поедем каким составом, какой командой мы туда поедем. Вообще, данный состав образовался очень спонтанно. Мы собрались очень-очень быстро, просто обзвонили всех, кто может, кто хочет играть этим составом. Мы собрались, поехали и взяли рейтинг. На самом деле в Сочи было очень круто. Это вообще такие непередаваемые ощущения, когда рядом с тобой ходят люди с Первого канала, с ТНТ, там вот с любых. Вообще с телевизора просто. Да, просто это очень круто. И правда. Такая дружественная атмосфера, просто... Они обычными кажутся, то есть не как в телевизоре. Они обычные люди, к ним можно также подойти, поздороваться, поговорить, спросить какого-то совета у них. И они тебе все расскажут, разложат по полочкам. Планы ваши расскажите. Наши планы — это ближайшие игры. Покорение, наверное, межрегиональной лиги КВН. Да, и мы уже хотим играть за Башкортостаном, увеличить свой ареал. Центральная лига КВН Поволжья. Мы хотим играть в Поволжье, как минимум. Да. И как оцените ваши возможности? Ну, на самом Но деле, если, мы пока если хотим... нас это редакторы так оценили, то есть уже посмеялись над нашими шутками, мы не то чтобы... Редактор посмеялся не над шутками, а над дикцией Димы, когда он вышел. Здравствуйте, вас приветствует команда КВН «Гаджет», межрегиональная лига КВН Уфа. Вот Гульков посмеялся над этим изначально. И у нас крутая музыка просто была. Нас оценили, и мы думаем, что есть потенциал, можем. Если, конечно, будем усердно работать. На самом деле, да, мы хотим, по крайней мере, обкатать вот этот новый состав, обкатать материал, который мы напишем в Центральной лиге, поработать с новыми редакторами, с которыми мы еще даже не знакомы. Я думаю, это будет огромный опыт. Да, огромный опыт, и это будет интересно, новые знакомства, это всегда интересно. Также будет другой зритель, им же другой юмор, скорее всего, нужно будет преподносить. Пожелайте что-нибудь начинающим КВНчикам, те, кто на первом курсе. Сейчас, например, есть к вам вообще приходят вот ребята и говорят, возьмите, я хочу играть. У нас есть первокурсники, с которыми мы работаем, с которыми играем, талантливые, между прочим, первокурсники, которых мы взяли с фестиваля Лиги Башгу, которых мы заметили. Вот. Хотим им пожелать усердия, чтобы они много писались. Побольше болтов, уважаемые первокурсники. Они поймут. Оу, гаджет. Тун-тун-тун-тун-тун-тун.